Сегодня это молчание громче всяких слов. Каждый из собравшихся здесь, в лицее Назрани, по-своему переживает ту страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта и унесла жизни 64 человек, 41 из которых были дети. Дети земли не умирают, не плачут, уходящим вслед, ведь это только свечи тают, сердца не угасают, нет. К этой трагедии особо восприимчивы дети, которые сегодня не стесняются своих слез. Они разделяют горе родных и близких умерших. Ведь в том страшном пожаре погибли их сверстники, которые на каникулах решили отдохнуть. Мы очень сочувствуем этим маленьким детям. Они пришли отдохнуть, они моего возраста. Я хочу, чтобы на земле больше не было такого. Этот пожар принес большой удар родителям этих детей. Я соболезную всем умершим и у кого погибли дети. И мне больно представить, что творилось в этом торговом центре, и больно представить, что творится в сердцах их родителей. Мы все очень сожалеем о том, что произошло в городе Кемерово. Эти все дети были моего возраста. Всем семьям было, наверное, очень трудно это переносить. Мне тоже было. К этому мероприятию школьники отнеслись со всей ответственностью. Установили стену скорби, куда приносили детские игрушки и цветы. Вся страна скорбит вместе с родными и близкими жертв пожара в торговом центре Кемерово. Возгорание произошло в разгар выходного дня. В это время там было много народу, и ничто не предвещало беды. Школьники вместе с родителями и учителями решили немного развлечься и отдохнуть, но их судьба распорядилась иначе. Почтить память погибших собрались учителя и те, которые неравнодушны к этой ужасающей трагедии. По их словам, чужой беды не бывает, тем более в такие сложные дни, когда не все погибшие опознаны и под завалами еще остаются люди. Даже не хватает слов выразить всю боль и скорбь людей, пострадавших в этой трагедии. Это трагедия не одного этого города, это трагедия всей страны, всего мира. Потому что в основном эта трагедия усугубляется еще и тем, что в основном пострадали дети. На сегодняшний, на последний момент мы смотрели новости, 41 ребенок погиб при пожаре в Кемерово. Мы сегодня выражаем глубокое соболезнование близким и родственникам погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Мы все прекрасно понимаем, что беда приходит нежданно. Ее очень тяжело перенести в одиночку. Поэтому мы хотели заявить сегодня жителям Кемерово, нашим учителям, коллегам, родителям детей, всем жителям Кемеровской области, что они не одни в этой беде. Мы с ними. Мы готовы разделить с ними горечь потерь. Эта трагедия в сердцах каждого из нас оставила неизгладимый след. Вечная память всем погибшим в этом страшном пожаре. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24.